Доброе утро, Республика! Эфир главного национального канала продолжает программа «Новый день» в студии. Работает Катерина Винокурова. Желаю вам сегодня отличного настроения и только хороших, добрых новостей. 20 октября на календаре, день недели вторника. И в мире сегодня отмечается Международный день авиадиспетчера, а также Всемирный день статистики сегодня, День военного связиста в России, а также свой профессиональный праздник отмечают кулинары и повара. Мы поздравляем вас с профессиональным праздником. Сергей Зимний наступает в народном календаре. Сергей зиму начинает, говорили в народе, и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. Впрочем, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили свою листву, то настоящей зимы ждали еще не скоро, не раньше, чем на Матрёну. Но, как говорят нам российские синоптики, наверняка вы наслышаны о том, что на этой неделе у нас в Якутии и на Камчатке ожидается довольно теплая погода. Ну а что ждет нас сегодня, узнаем прямо сейчас. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 7, минус 18 градусов. Днем ожидается минус 1, минус 9. В Заречье утром минус 10, минус 20, днем минус 6, минус 9 градусов. В южных Улусах минус 1, минус 4 утром, днем ожидается минус 1, минус 3 градуса. В Вилюйских Улусах минус 3 утром, днем минус 1. В Нижнеленских Улусах минус 9, минус 10 утром, днем минус 6, минус 8 градусов. В Западных Улусах минус 3, минус 4 утром, днем минус 4, 0 градусов. В Колымейдзигирских Улусах минус 3, минус 13 утром, днем минус 2, минус 10. В Янских Улусах минус 8, минус 11 утром, днем ожидается минус 7, местами минус 10 градусов. В северо-западных Улусах минус 2, минус 17 утром, днем ожидается минус 4, минус 15. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 15 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер южный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 5, минус 7 градусов. Археологи обнаружили гигантское изображение кошки во время раскопок на территории плато Наска в южной части Перу. В длину геоглиф достигает 37 метров, его возраст более 2000 лет. Судя по изображению, кошка или кот лежит на склоне горы на левом боку. Рисунок был найден во время работ по реставрации смотровой площадки и находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, сообщают в Министерстве культуры Перу. По стилистическим особенностям рисунок относится к периоду позднего Паракаса, когда изображения кошачьих были очень популярны в местной культуре. Он стал древнейшим из рисунков плато Наска, большинство из которых датируются как 100 и 200 годов до нашей эры. Иероглифы Наски включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А на плато, которая растянулась на несколько десятков метров, можно увидеть гигантские изображения людей, животных, растений и различных геометрических фигур. 37-летний рабочий из американского штата Айдахо записал видео, как он едет на скейте с бутылкой сока под музыку 1977 года и в одночасье стал знаменитым. Ему стали подражать многие пользователи социальных сетей, включая знаменитостей. Клюквенный малиновый сок скупили во всех магазинах. Производитель напитка подарил мужчине пикап. Видео набрало в ТикТоке более 50 миллионов просмотров. Ему задонатили более 20 тысяч долларов.
Он набрал 4,5 миллиона подписчиков. Позже американец признался, что снял ролик просто по пути на картофельную ферму, где он работает, и записал видео, не рассчитывая на популярность. Свалившиеся ему на голову деньги он собирается потратить на одежду дочерям и на жилье, так как живет в трейлере. Такие вот новости. А теперь я предлагаю сделать интересную зарядку вместе с нашим бодрым и энергичным фитнес-инструктором Леной Васильевой. Доброе утро! Меня зовут Лена Васильева, я фитнес-инструктор, работаю со взрослыми и детьми. И сегодня я вас приглашаю на утреннюю зарядку, чтобы взбодриться и подготовиться к новой рабочей неделе. Поехали! Первое, что мы должны сделать, естественно, это хорошее настроение и улыбка. Главное в любой физической нагрузке – это настроение. С каким настроением вы это все делаете, так у вас все и получится. И главное в нашем вообще в деле, в фитнесе – это мобильность и подвижность тела, а не просто стать худой или там тоненькой. Давайте начинаем. Спина ровная, таз нужно выровнять, макушка головы тянется вверх. Начинаем мы с вами менее, то есть активных движений, да? Подтянули живот, нужно его просто подтянуть, чтобы он был в тонусе. Поехали, и плечи добавим, назад, назад, еще 4, 3, 2, 1, молодцы, вверх, вверх. На выдохе с вами в сторону, в сторону. На выдохе. Дальше добавляем движение вниз, вниз. Корпус мы с вами разминаем, все тело постепенно. Добавим с вами захлест. Для того, чтобы у нас все было правильно и, скажем так, логично, да, размято, нужно начинать постепенно. Хорошо. Степ-тач. Шаг. Колени у нас мягкие, корпус у нас чуть вперед. Руки подконтрольно, да, то есть они не болтаются у вас. Хорошо. Добавим приседание. Раз, два. Раз. Два. Чуть-чуть присели. Таз отводим назад. И еще немножко. 4. 3. Хорошо. 2. 1. Отлично. На марш переходим. Делаем вдох, выдох. И еще раз. Вдох, выдох. Все. Дальше ноги ставим на ширине плеч. Начинаем с шеи. Как нужно ее разминать правильно? Забудьте про круговые движения. Они неестественны и очень даже могут быть опасными. Руки на пояс. Живот подтянули. Поворачиваем в сторону. Аккуратно. Можно амплитуду постепенно увеличивать. Если у вас не поворачивается шея, лучше дальше ее не отправлять. И движение вперед-назад. Раз, два, 3, 4. Отлично. Опустили руки. Дальше мы делаем такую дугу перед собой. На выдохе. И еще 3, 2, 1. Хорошо. Что ж, надеюсь, вы зарядились. 20 октября на календаре. Мы продолжаем наш эфир. Хочу напомнить вам про наш WhatsApp номер, который работает. 8 914 279 2262, на который вы можете отправлять свои сообщения и вопросы нам и нашим гостям. И рада зачитать к этой минуте сообщения, точнее поздравления. Поздравляют нашу дочь Алику с 15-летием, также сестренку Диану поздравляют с днем рождения. Желаем счастья и здоровья. Из Момы, видимо, родственники. Мы присоединяемся к поздравлениям. Гороскоп на вторник, 20 октября, показывает, что многие представители астрологических знаков испытают удачу и добьются успеха. Оставайтесь сконцентрированными весь день и не расслабляйтесь.
Овны, оцените искренние ресурсы, которые у вас есть перед новой задачей, которая откроется вам. Вам нужно полагаться на себя увереннее, не стоит видеть только недостатки и думать о том, что вы не сможете сделать сами. Если вы не можете оценить себя сами, посмотрите глазами других, как они видят вас. У тельцов настало время для принятия серьезного финансового решения, дорогостоящего приобретения, огромных инвестиций. Решение придется принимать быстро. Все ваши мысли будут направлены на эту цель. Сегодня это вложение принесет счастье, но только при четком понимании того, что вы делаете. Близнецы, не думайте так много о событии, которое приближается, потому что каждая мысль, которая посещает вас, настраивает вас отрицательно. Что бы ни случилось, оно все равно произойдет. Превратите вы это в одержимость или нет, так что пусть все идет своим ходом. Раки, если вы не будете пытаться контролировать все, вы увидите, что ваша собственная интуиция приведет вас туда, куда вам нужно. Поэтому позвольте себе плыть по течению. Некоторое время у львов ничто, казалось, не продвигалось вперед, но, возможно, это было просто затишье перед большим прыжком на несколько шагов вперед. У вас есть причина гордиться тем, что вы можете и чего достигнете. Девы, позаботьтесь о своем агрессивном отношении, которого в избытке у вас сегодня. Хотя оно и помогает вам достичь своих целей, оно может разрушить все остальное. Окружающие пострадают от ваших нервов, высокого тона, амбиций, поэтому вы должны тщательно взвесить количество энергии, которое вы выкладываете в свои действия. Весы. На самом деле, в глубине души вы ребенок, который хочет играть и веселиться, поэтому он оставляет в стороне проблемы, характерные для взрослых. Даже если в повестке дня много работы, отнеситесь к ней с легкостью, вы увидите, что все пойдет спокойно и быстро. У скорпионов есть все для независимости, поэтому сегодня постарайтесь сделать все самостоятельно. Вы преуспеете в тех ситуациях, когда вы сами можете принимать решения. Вы можете построить свою собственную стратегию, не дожидаясь указаний от других. На горизонте у стрельцов появился новый шанс, и он становится все яснее и громче. Вы осознаете, что сделать то, что вы хотите начать, непросто, но это стоит всех усилий. Начинайте, взвалите на себя больше работы, как бы тяжело это ни было, потому что в конце вас ждут только хорошие результаты. Козероги осторожно и, возможно, даже со страхом неуверенно смотрят на дни, которые приходят, как будто вы чувствуете, что начинаются события, которыми вы не знаете, как управлять. Оставьте в стороне весь страх и начните реализовывать все грандиозные планы с большой уверенностью в своей способности решать проблемы. Водолеи. Иногда внезапные решения самые лучшие, не имея достаточно времени, чтобы проанализировать работу со всех сторон. Сегодня вы получите неожиданные новости, которые можно сразу применить на практике. Чем меньше у вас времени, тем лучше ваши шансы на успех. Рыбы, не цепляйтесь к мелочам, потому что в нынешней ситуации не стоит обращать внимание на детали. Будьте более поверхностными, легче в оценках и игнорируйте эти пустяки. Вы на правильном пути. До окончательного успеха несколько шагов. Не стройте сами себе препятствия. Будьте увереннее, все отлично работает. В торговом доме Сербике супер грандиозные скидки только в июле. Только для вас. Торговый дом Сербике. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес – улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. По статистике, 80% пожаров в лесах происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Не допусти пожара в лесу. Береги лес от пожара. Особо охраняемые природные территории – наше природное богатство. Это дом для многих видов животных и растений. Лесные пожары возникают от небрежного обращения с огнем. Берегите лес от пожара. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии.
Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. В Хабаровском крае выявили лучшего государственного инспектора по маломерным судам в Дальневосточном федеральном округе. Победителем стал старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель якутского отделения номер 2 Центра ГИМС Александр Орлов. Сегодня он у нас в студии. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Я в первую очередь хочу поздравить вас с победой на Дальневосточном, в федеральном округе. И с днем рождения хочу вас поздравить. Спасибо Знаю, что большое. у вас сегодня. И в такой прекрасный день вы встречаете в нашей студии. Несколько слов о конкурсе, что он из себя представляет, какие цели и ожидали ли вы победы? Ну, данный конкурс у нас проводится ежегодно, не только у нас, он проводится по всей России. Если говорить простым языком, то все показатели каждого госинспектора в течение года, они формируются и отправляются в специальный центр. Там специальная комиссия рассматривает, обсуждает и принимает решение, кто может завоевать какое место. И получается, если брать конкретно по мне, то по результатам моей деятельности было выявлено, что я занял первое место по республике Саха-Якутия. И, соответственно, мои дальше показатели были отправлены на Дальний Восток. И потом уже было, конечно, несомненно, очень приятной новостью, что и по Дальнему Востоку я занял первое место. Чего я никак не ожидал, если честно. А рассматривают они удаленно, там вы ничего не знаете, и, соответственно, мы все только неожиданно, да? только документы направляем, все заработки на год, которые были, мы отправляем. О своей деятельности расскажите немного, в чем она Ну, заключается. Центр ГИМС, это у нас, как правило, мы первоначально занимаемся обеспечением людей жизни на водных объектах и контролем за маломерных судов. Если быть, опять же, вкратце, то когда человек находится на любом водном объекте, вот за его безопасность на тот период, пока он там находится, отвечаем мы. Также и контролируем маломерные суда. А водные объекты, они у нас ежегодно есть, что летом, что весной, что осенью, что даже зимой мы все равно наблюдаем водные объекты. Круглый год. Круглый год. А с чего начинается ваш день? Как он начинается? Во сколько вы просыпаетесь? Как правило, у меня начинается с горячки черного чая, с чашки горячего черного чая, да. Потом, соответственно, это маленькая планерка внутри коллектива, где мы разрабатываем, кто куда и как будет направлен по определенным точкам, либо водным объектам, которые непосредственно нужны нас, чтобы мы могли контролировать тот или иной водный объект. Ну, сколько вы уже служите? 15 лет. 15 лет. И, наверное, за эти 15 лет немало случалось случаев каких-то интересных, которые вы, возможно, не забудете никогда. За 15 лет я мог бы написать такую небольшую книжечку, наверное, всех тех историй, которые приключались со мной, с моими работниками. Но если брать из практики, как... Вот я тут сидел, тоже думал, а какую бы историю бы вам рассказать, и понял, что на самом деле позитивных историй намного меньше, чем негативных. Потому что, как правило, когда человеку хорошо, он не вызывает себе сотрудников МЧС. Как К сожалению. правило, сотрудников вызывают тогда, когда либо все плохо, либо уже ничего не остается делать. Ну, а Это уже приятный случай какой-то вспомните? очень много, конечно. Это и люди приятно удивляют, когда к тебе хорошо относятся, когда видишь, когда взаимопомощь идет на реке, либо на просто водном объекте, когда взаимопомощь именно людей между собой идет. Это вот самое приятное, что есть на душе. Особенно, когда видишь, что тот или иной там семья, либо гражданин, видно, что он именно пришел там на водный объект и занимается, прежде чем пойти купаться, он сначала готовится. Там маленько охлаждается, там, чтобы не сразу бежать в воду. Готовит определенные, там, может быть, какие-то нарукавники, если он не уверен в себе плавать. Вот на это приятно посмотреть, что люди о себе заботятся. Какие-то все-таки элементарные правила, да, безопасности Да, в каждый должен. В первую очередь, да. А как вы познакомились со своей профессией? Мечтали ли когда-то, что будете спасать 15 лет назад меня сократили, получается, с одного места работы. Это было вот как раз пароход был. У нас пароход сокращался, меня экипаж сократили. И мне порекомендовали вот ГИМС. Иди в ГИМС, говорят, там тоже река, будет хорошо. Вот я устроился, и вот за 15 лет я ни разу не пожалел, что я оказался в этой организации, потому что количество оказанной мною и моими инспекторами помощи населению, я считаю, это самое, что не есть лучшее. Поэтому пока я буду работать, я буду оказывать помощь всем, кто в этом нуждается. А что можете сказать о коллективе, о своих коллегах? Это очень
разнообразные ребята, потому что люди сами по себе у нас тоже, с которыми мы общаемся, с которыми мы сталкиваемся по воле своей работы, бывают и нервозные, бывают дикие. Поэтому даже любому госинспектору, либо простому работнику надо подстраиваться под того или иного человека, под его настроение. Бывает такое, что человек выехал на реку, ну никак он не хочет с тобой сегодня разговаривать. А ты к нему подъезжаешь, начинаешь ему задавать вопросы, что, почему, где жилет, там, грубо говоря, покажите ваши документы. И вот на каждый такой случай, конечно, он индивидуальный, каждое общение с гражданином, оно само по себе такое значимое. И вот чем больше наработки времени, тем ты уже издалека можешь подойти или найти подход к тому или иному человеку. Ну, а распорядок дня у вас какой? Вот вы говорите, просыпаетесь, обязательно чай, потом планерка, чай, планерка. Бывает такое, что очень много часов проводите на работе, что можете очень задержаться? Лично у меня был такой случай, что я в 7 утра пришел на работу, а вернулся через 40 дней. Ужас какой! Да. Что вы делали? Это меня отправили в командировку. Единственное, что я успел, это Спонтанно, да? Спонтанно, да. Это я успел в обед съездить за паспортом, чтобы на билеты, и все. И буквально вот и 40 дней меня не было. Это как раз еще был такой индивидуальный период, что именно в этот период я познакомился только со своей будущей супругой. Буквально вот только познакомились, и бах, меня нету. 40 дней. А еще отправили в такой регион, где связи не было вообще никакой. Только спутниковая связь, а спутниковый телефон на тот период еще никакого не было. И вот 40 дней без связи. Где, что, как, никто не знает. Ничего себе. Ну, благо все обошлось. Да. И у меня такие ситуации, и у инспекторов бывает, что тоже в 7 утра приходят на работу, какой-то происходит нонсенс, что мы задерживаемся, можем на день, на два задержаться буквально, чтобы в рейд, в командировку, на поиски кого-нибудь. Потому что у нас инспектора неоднократно выезжали как на поиски людей, так на поиски пропавших маломерных судов. Но в основном это люди. Ищем очень много людей. Александр, ну у вас сегодня день рождения, как вы планируете его провести? На работе? На работе с коллективом. Куда я без него? Потому что коллектив и все вот эти вот заслуги, которые сейчас мне преподносят, это все равно не только моя личная заслуга, это заслуга моего коллектива, моих работников, которые со мной рядом работают. Как бы мы, как говорится, единый кулак. И благодаря им, и их показателям, и моим показателям получил столь такую высокую награду. Что ж, спасибо вашим коллегам, мы передаем им пламенный привет. Александр, вас еще раз с победой, с днем рождения. Спасибо, что в этот прекрасный для вас день вы встретили в нашей студии. Спасибо. Удачи вам в работе, успехов дальнейших. Гордимся нашими якутянами. В рамках национального проекта «Культура» в библиотеке Алдана открылась смарт-лаборатория. Сегодня она является примером того, как обычная муниципальная библиотека может стать современным общественным пространством, где созданы все условия для доступа к информации, цифровым технологиям, полезному досугу и общению для всех. Так, например, в библиотеке созданы условия для безбарьерного доступа ко всем ресурсам для слабовидящих и незрячих пользователей. Рабочее место, оборудованное ноутбуком со специальным программным обеспечением. Чтение происходит путем предоставления пользователю информации через озвучивание текста, что позволяет без ограничений пользоваться клавиатурой. В библиотеке появилась комната виртуальной реальности. VR-шлемы позволят маленьким и взрослым пользователям увидеть другой мир, страны, города и музеи мира. Особый интерес вызвал 3D-принтер, на котором на презентации создали трехмерную модель бюст президента страны. Сегодня модернизированная библиотека представляет собой современное универсальное информационно-культурное учреждение, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Она становится центром общественной жизни, площадкой для самореализации, образования, социального и культурного взаимодействия. Компания «Польза миру» поставляет средства защиты против вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Оно имеет российское производство, вся продукция имеет сертификаты. Рециркулятор бактерицидный рассчитан на 50-60 квадратных метров, он безопасен и закрытого типа. Блокатор дезинфицирует воздух вокруг человека. Этот картридж можно носить как бейдж. Срок его действия с момента вскрытия 30 дней.
заведений. Имеются детские и взрослые для организаций, магазинов и школ. Также в наличии медицинские маски в упаковках по 10-50 штук. Антисептики для рук объемом 20 мл. Очень удобные. Брать с собой в сумочке, в карманах и так далее. Долгожданная премьера фильма «Тыгын Дархан» состоится 4 ноября, напомню. Над экранизацией произведения Василия Яковлева-Далана работали на протяжении 2 лет. Впечатлениями об одной из самых амбициозных проектов в истории якутского кинематографа с нами поделился художник-постановщик фильма Петр Бояркин. В последнее время в 3 крупных проектах работал. Это фильмы «Черная маска», «Журавли над Ильменем» и «Саха-снайпер». И вот этот 4-й проект «Тыгын Дархан». Ну и просто мы с Никитой Иннокентьевичем как бы общий язык есть какой-то. Друг друга понимаем, мне с ним легче работать. У меня как бы уже есть какой-то багаж с тех предыдущих проектов. Опыт. Все-таки это коллективная работа. Там нужна очень мощная такая мозговая атака. Вот те же консультанты, те же мастера. Вот это одному сделать это нереально. Просто я был как бы организатором всего этого, по художественной части имею в виду. Эти 3 года я этим жил. С этим засыпал, с этим просыпался. Все решения утром приходили. У нас просто чисто географические локации были очень разбросаны почти по всей республике. Вот это все логистика, переезд, перенос. Вот это трудно было, наверное. Но это когда вот самое сложное, когда первый раз начинаешь вот что-то такое большое. Когда это еще не проходило. Вот Нюрба, например. Там 69 УРАС надо было поставить. Сроки были очень сжатые. Вот тогда какой-то переломный момент был, наверное, по этой глобальной, для меня, имею в виду, по таким большим декорациям. Все-таки мы не в каменном веке там жили, в шкурах. У нас все-таки что-то было свое и есть. Традиции там, обычаи, наши национальные узоры, костюмы. Вот я вот это просто хотел показать наглядно. Для меня вот с людьми, может, работа. Я так не привык. И неожиданно я начал, там под началом где-то 100 человек было. Я с людьми, они все разные, с ними надо как-то тоже подход иметь. Пришлось свой характер маленько спрятать. Я на результат только работал, ради результата. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Впереди нас ждет небольшая рекламная пауза, после которой мы поговорим об изменениях сроков перевода пенсии и социальных выплат на карту МИР. Также нас ждет школьная рубрика. По скайпу мы будем говорить о кадровом конкурсе «Таланты Якутии». Ну а в студии у нас будет Мария Васильева, кондитер международного класса. Так что готовьте свои вопросы, если они у вас возникнут. Отправляйте их на наш WhatsApp номер 8 914 279 2262. Увидимся через пару минут. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив.
Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. Добро пожаловать в новый день. Мы продолжаем. Пенсионный фонд сообщает об изменениях сроков перевода пенсий и социальных выплат на карту МИР. Более подробно в следующем сюжете. Российской Федерации принято решение о продлении срока о переводе пенсий и социальных выплат на карту МИР до конца этого года, до 31 декабря 2020 года. Те пенсионеры, которые получают через кредитное учреждение на расчетный счет, который привязан к карте Visa, MasterCard и другие, обязаны перейти на карту МИР. Если у вас меняется счет номера, вам нужно будет направить заявление о доставке пенсии до 31 декабря. Призываем вас, не дожидаясь 31 декабря, в течение вот этих 3 месяцев определиться с банком, поработать, чтобы они вам выдали эту карту МИР, и написать это заявление, не дожидаясь окончания срока. Мы продолжаем. Осталась неделя до окончания регистрации на республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии». Сегодня с нами на прямой связи по скайпу один из организаторов конкурса Лора Павлова, психолог Центра оценки и развития компетенций Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Лора, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Давайте напомним участникам о конкурсе, о его требованиях, да? Да, здравствуйте еще раз. Да, действительно, на данный момент до 26 октября у нас проходит прием заявок на республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии». Участниками могут стать молодые люди от 18 до 45 лет включительно. Это у нас студенческая молодежь, специалисты, управленцы, люди, которые в целом готовы к осуществлению именно позитивных изменений в нашей республике и в обществе в целом. Но сначала нам известно, участников ждут отборочные этапы, что они из себя представляют. Да, все верно. Участников будет ждать отборочные этапы, которые будут проходить в дистанционном формате. И состоять они будут из нескольких испытаний. Первое — это дистанционная оценка уровня развития лидерских, исследовательских и ценностных компетенций. Второе — это у нас дистанционное тестирование на общие знания и способности. Третье — это оценка видеопрезентации участников конкурса. И вот количество участников после первого и второго испытания второго этапа будет определяться экспертной комиссией, исходя вот из количества набранных баллов в каждой возрастной группе. Для удаленных районов также с отсутствием, допустим, доступа к сети интернет испытания второго этапа могут проводиться в очном формате, но уже с привлечением сторонних наблюдателей. А сколько участников дойдет до финала и что их ожидает?
У нас финал представляет собой обучение по программе развития прорывных компетенций Lab Talent. К финалу будут допускаться 300 финалистов. Это 100 участников из группы А от 18 до 22 лет и 200 участников из группы Б и С от 23 до 45 лет. Помимо лидерских компетенций, в этом году в отборе мы будем учитывать исследовательские и ценностные установки. Да, обучение будет длиться 8 месяцев. Здесь будет и модульное обучение, и встречи с интересными людьми, марафоны и многое другое для того, чтобы участники смогли развиваться всесторонне. Давайте поговорим о приятном. Какие призы ждут победителей? Мы убеждены, что талант есть в каждом, и на первом этапе конкурсанты получат профессиональную оценку своих компетенций, получат рекомендации специалистов по их развитию, и 300 финалистов пройдут обучение по программе, как я уже сказала ранее, развития прорывных компетенций Lab Talent. Ну и, конечно, 10 победителей будут награждены грантами в форме субсидий главы Республики Саха-Якутия на обучение и рекомендованы к включению в республиканские кадровые резервы. Да, я думаю, это не может не стимулировать, да, участников. Какие еще возможности открываются перед участниками? Нам кажется, что глубокая трансформация затронет личные и профессиональные качества, вдохновит участников на новые свершения, и большинство участников министра прошлых лет могут подтвердить, что после игры они сами увидели новые горизонты своей профессиональной деятельности. Кто-то решился на запуск собственных проектов, поэтому мы уверены, что талантливые люди, жители нашей республики, смогут сделать наш регион еще более эффективной, комфортной и благоприятной для проживания в ней. Лора, я думаю, вы согласитесь с тем, что одним из главных качеств участников должны быть лидерские. Как вы считаете, можно ли выработать в себе эти качества, или оно все-таки изначально заложено в человеке? Действительно, существуют разные подходы к лидерству. Кто-то считает, что врожденное, кто-то считает, что надо развивать. Но важно отметить, что лидерство — это сложная все-таки характеристика, состоящая из ряда компетенций, которые могут развиваться. Поэтому лично я считаю, что да, это компетенция, которую можно так или иначе развить. Давайте напомним еще раз, куда подать заявку и что нужно. Все желающие раскрыть свой потенциал, талант, мы приглашаем вас принять участие и заявить о себе, ведь талант есть у каждого. Для того, чтобы оставить заявку на республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии», вам нужно перейти на страницу команда.saha.gov.ru, либо в любом поисковике набрать «Таланты Якутии 2020» и нажать на страницу команды Саха.gov. Также вы можете найти нас в Инстаграме, _талант 2020, либо же позвонить на нашу горячую линию 8 924 560 44 27. Мы всех вас ждем. А на данный момент уже какое количество заявок собрано? Осталась всего неделя. Сейчас у нас на сайте собрано 2500 участников. И остается всего неделя. Приглашаю всех поторопиться. От 18 до 35 лет, если я не ошибаюсь. До 45 лет. До 45 лет даже. Так что у многих из вас есть возможность стать лидером в республике. Спасибо, Лора. Мы продолжаем наш эфир. Чем дальше от выпускных экзаменов, тем хуже мы помним все выученное в школе. В то же время школьная программа – это тот набор знаний, который по-настоящему объединяет население всей страны. В отличие от навыков, полученных позже, школа дает самый широкий охват основ разных дисциплин и одновременно помогает узнать, что в данный момент является научной константой. А сколько хорошего помните вы и что вы учили в школе? Как вы думаете, когда сутки короче, зимой или летом? Зимой. Почему? Потому что 6 уже вечер. Зимой. Почему? Потому что быстро вечер наступает. Световой день в плане или что? Это с подвохом вопрос, да? Они одинаковые? Одинаковые. Шутки одинаковые. Сутки всегда одинаковые.
Жители Якутска называют якутяне. В Москве кто живет? Москвичи, да? А тех жителей, которые живут в Курске, как называют? Курчане. Курчане. Куряне. Куряне. Назовите главную героиню Столетней войны. Главную героиню. Столетней войны. О, ты, по-моему, как то ли англичанка, то ли француженка была. Они смешные. Понятие. Она такая известная французская женщина. Она это Мария Дарк. Жанна Дарк или? Как называется литературное произведение, где главная героиня бросается под поезд? Преступление, наказание. Анна Каренина. Анна Каренина. Анна Каренина, наверное. Анна Каренина. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? 6. 2 плюс 2. 6. 2 плюс 2. 4 умножим на 2. Вначале, насколько помню, делается умножение. 4 плюс 2, 6. Подождите. 8, да? Или 16? Я по алгебре на двойку учил. 20 октября на календаре, день недели, вторник. Хочу напомнить, что сегодня в мире отмечаются Международный день авиадиспетчера, Всемирный день статистики, День военного связиста в России, а также свой профессиональный праздник. Сегодня отмечают повара и кулинары, поэтому если среди ваших знакомых есть лица с данной профессии, обязательно их поздравьте, я думаю, им будет очень приятно. Ну а у нас впереди небольшая рекламная пауза, после которой у нас как раз-таки в студии появится кулинар, если быть точнее, то кондитер. Мария Васильева уже готовится к разговору с нами. Оставайтесь с нами, и если хотите, готовьте свои вопросы. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на сбермаркет.ру. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Total Body – это комплексная МРТ головы, тела и суставов. Выявляет мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ Total Body – моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Victory Clinic. Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через портал «Электронная ЖКХ», через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Доброе утро, мы продолжаем. Знакомимся со свежим прогнозом погоды. Далее. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 7, минус 18 градусов. Днем ожидается минус 1, минус 9. В Заречье утром минус 10, минус 20 градусов. Днем ожидается минус 6, минус 9. В южных Улусах утром минус 1, минус 4, днем минус 1, минус 3 градуса. В Вилюйских Улусах минус 3 утром, днем ожидается до минус 1 градуса.
В Нижнеленских улусах минус 9, минус 10 утром, днем минус 6, местами минус 8. В западных улусах минус 3, минус 4 утром, днем минус 4, 0 градусов. В Колымо-Индигирских улусах минус 3, минус 13 утром, днем минус 2, минус 10. В Янских улусах минус 8, минус 11 утром, днем минус 7, минус 10 градусов. В северо-западных улусах минус 2, минус 17 утром, днем ожидается до минус 4, минус 15 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 15 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 5, минус 7 градусов. Напомню, что сегодня отмечается Международный день повара. Повар – профессия от Бога, и вряд ли кто-то с этим будет спорить. А у настоящего профессионала даже из небольшого набора продуктов, согласитесь, может получиться настоящее чудо, способное украсить любой стол. И сегодня в нашей студии очаровательная девушка, кондитер международного класса Мария Васильева. Мария, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам, как вы стали кондитером, как пришли в эту профессию? Все началось достаточно банально, это с декретного отпуска. Я считаю, что декрет вообще творит чудеса с женщинами. Мы как раз переехали в Москву по работе мужа, и случилось так, что мне нужно было чем-то заняться. Да? Так как я сама сластена, очень любила готовить, что-то там для домашних радовать, все получилось так, что я пекла, выкладывала у себя в Инстаграм, плюс на какие-то утренники, да, в школу сыну, получается, я накрывала вот именно сладкую часть их утренника. И после этого разрослось сарафанное радио. И начали писать, звонить, спрашивать, могу ли я взять заказы. Конечно, я вначале отказывалась, потому что для меня испечь на заказ было очень серьезным шагом. Ответственность, конечно, да. Но потихонечку я, конечно же, себя переборола и пошла дальше. А если не секрет, вот какая профессия у вас, в какой области была до этого? В Якутске я работала специалистом МФЦ. Сейчас называется «Мои документы». Да. Да. Совсем из другой области пришли, совсем другая область была. А помните свой вот первый серьезный заказ вот в качестве уже? Ну, первый серьезный, это был все-таки мой первый торт, да, с чего все началось. Да, это был «Красный бархат» в 2015 году с вишней. Я готовилась к нему целый месяц, штудировала интернет, как можно его доставить аккуратненько. В роли курьера выступал на тот момент мой муж. Да, вот. И, ну, каждый заказ, конечно, он сейчас, я его помню, практически каждый свой заказ, но еще хотела бы отметить, что школы очень любят заказывать на праздники, мероприятия кремовые цветочки, вот мои, да, с капкейками. Вот тогда, да, когда по 500 штук ты за ночь, за 2 дня должна быстренько успеть, это остается на памяти надолго, да. Да, не поспоришь. Но тема нашего разговора не зря называется «Начнем с десерта». Это название вашей книги, которая была выпущена недавно, да? Расскажите об этом опыте своем. Это ваш первый опыт? Да, это вот мой первый опыт. В 2019 году книга появилась на свет благодаря слаженной работе команды издательства «Бичик». Спасибо им огромное. Наталья, доброе утро, если вы меня видите. Вот. Мы к ней, работа над книгой у нас шла несколько месяцев. Так как у меня весь материал уже был, в принципе, да, нужно было все это аккуратно, красиво подать. Тираж 4000 разлетелся, ну, практически мгновенно по республике, по России, за пределами. Книга сейчас находится и в Италии, в Корее, да, в Китае, чему я, конечно, очень рада. То есть она переведена на другие языки? Нет, только на русском, да? Только на русском она. Тем не менее популярна. А там конкретно кулинарные какие-то там мои шедевры, авторские да, рецепты, да, 21 рецепт на протяжении 5 лет, да, с которыми я работаю. Все рецепты составлены таким образом, что ингредиенты можно
можно купить в любом магазине. То есть они достаточно несложные, я бы сказала, да, с ними справится любая домохозяйка. А есть у вас такие работы, которыми вы гордитесь? Возможно, Я которые вы всеми своими работами, Каждой работой? конечно, каждая работа для меня ценна и важна. А бывает такое, что недовольны, там что-то не так вышло, где-то соли не хватило или напротив сахара? Ну, наш внутренний перфекционизм, конечно, он в некоторых моментах мешает, да, я бы так сказала, но в принципе я в целом довольна, конечно же. Но мода, она вообще свойственна меняться во всех вещах, да? Есть ли какие-то, меняются ли вкусы у потребителей, какие тенденции нынче? На сегодняшний день люди возвращаются к привычному вкусу, к классике, да, которые были в детстве. То есть это больше классические бисквиты, понятная начинка. Ну и, конечно же, красивое оформление. То есть вначале любят глазами, да, все это поедать, чтобы это все вызывало желание попробовать. Вот. Так что в моем ассортименте нету сложных каких-то сочетаний. Все очень понятно, чтобы люди могли уже представить вкус на стадии оформления заказа. А вы сами какие десерты любите? Сказали, что сладкоежка, да? Да, я сластена жуткая, конечно. Те, кто следят за моим инстаграм, наверное, уже, в принципе, знают, что Павловы, в моем исполнении это Павлуши, меренговые рулеты, моя слабость, да. На протяжении вот уже 5 лет. Ну, дети, наверное, у вас счастливы больше всего. Да, конечно. Дочка обожает мои ванильные капкейки, сын без ума от шоколадных тортов моих. Ну, муж, конечно, он ест все. Мы как раз вот видим фото ваших работ. Да, это кремовые цветы, которые покорили не только Россию, но и за пределами. Да. Здорово. Но с утра как раз такое смотреть и нужно, я думаю, потому что девушкам полезно в первой половине дня питаться сладким, да, чтобы не набрать лишнего, конечно. Поэтому, я думаю, к теме такие разговоры. А как вы в Москве оказались? Сколько лет проживаете? Вот переехали по работе мужа, сказали, да? Да, в 2014 году у нас случился переезд. Я дома сидела с ребенком, с младшей дочерью. Папа у нас был постоянно на работе. Ну и, соответственно, появилось очень много времени. Так как я сама по натуре не могу сидеть сложа руки, вот, начала потихонечку чем-то заниматься. На тот момент волна вот, захлестнула, волна кондитерства, я бы так сказала, да? Вот, она меня тоже не обошла стороной. Я вот потихонечку начала пробовать. Но наверняка у вас есть мастера, на которых вы равняетесь. Я бы не отметила кого-то определенного, потому что ежедневно я смотрю на профили именитых топ-мастеров, да, не только там по России, и для себя отмечаю какие-то их нюансы, какие-то фишечки, то есть и стараемся использовать их вот в ежедневной работе. Но вы согласны с тем, что у каждого есть свои какие-то секреты приготовления тех или иных, да, десертов? У вас какие секреты? Может, что-то раскроете? Ну да, теория с практикой, она как разнится, да, бывает, что на практике какие-то вещи заменяешь, какие-то, ну, лайфхаки, да, рождаются. Ну, на все свои секреты обычно я раскрываю на мастер-классах. Да, конечно, более подробно рассказываю. Это логично, да. А вот вернемся к теме о книге, да. Мы знаем, что она еще номинирована, да, по-моему, на каком-то российском конкурсе. Что это за конкурс? Знаете, я была очень приятно удивлена. Пару дней назад мне написала вот Наталья, редактор издательства «Бичик», и сказала о том, что книгу, да, номинировали. Тут же я, конечно же, оповестила в этом своем инстаграм, и мои подписчики начали меня поддерживать. Осталось до 25-го, там буквально несколько дней. Очень прошу вас поддержать меня в этом конкурсе, было бы очень приятно. Проголосовать, да, да, нужно? Проголосовать. Хорошо, до 25-го. До 25-го, да. Ага. Марина, мы знаем еще, что вы сюда приехали с целью запустить какой-то свой проект, да? Очень интересно, расскажите. Да, на данный момент сейчас запускается новый проект, называется он «Антифраншиза». Почему антифраншиза? Так как есть разница с классической франшизой. Если в классической франшизе человек
выкупает возможность использовать торговую марку и за это оплачивает ежемесячные роялти, то в нашем случае человек будет развивать свой личный бренд. У меня собралась отличная команда специалистов. Это бизнес-аналитик, это юрист, это маркетологи, соответственно, я, кондитер, который будем вести на протяжении 3 месяцев, прошу прощения, за ручку в их собственный бизнес. Да? То есть это как привести первого клиента, как его удержать. Все мои рабочие техкарты, это и витринные десерты, доставки онлайн, торты под заказ. Бизнес-аналитик, соответственно, просчитывает все нюансы, исходя из особенностей региона. Также маркетологи, конечно, они помогут создать вот рекламные, да, какие-то акции, то есть как удержать клиента, как красиво преподносить свои десерты, получается. Что ж, да, вот сегодня-завтра мы уже подписываем первый проект. Хочу с радостью объявить, что антифраншиза первым кто запустит мои десерты в Якутии, это будет наша примадонна якутской эстрады. Сахая, да? Сахая, да, совершенно верно. Мария, отличные новости, да, этим утром. Я желаю вам, конечно же, успехов в вашем деле. Я думаю, здесь вы еще задержитесь, да? Ага. И спасибо думаю, большое. еще увидимся с вами. Удачи вам, Спасибо успехов. большое. Спасибо, что пришли большое. к нам этим утром. Я с вами, наши дорогие телезрители, прощаюсь. Смотрите нас также завтра в 7 часов утра. А далее передаю слово своим коллегам из якутского блока. Пелагея Брутахова и Джулус Иванов продолжат эфир. Karastar, kinemin sas var Süsmeter sayustan bulastan Atana kota atut bir bu sas var İktenni maras katara patasta Kim kıtestar alamar ki az Stil tana harkas tübet gündü tas Kaslı bir mas, kantım kassas Kamar bit bas, kalbıt nakas Kahne dey, min mangnagim Bayamay badim, meküdüm aygim Min atım saydı, ağalın maykbin Mekus pepin, sapsılaydım Sudurgu kutu kereri bu turdan solga kelerin Sergi sengere kem kele kaderin Onu bak bitmelci, bonsu anıcı Әрічлаши Қатылан аралау қамытын қартыдың Дайбы каталыда Үрінкін күлімне Үлербін көңілге Бұдырген түгенге Күліппін сидерге Бұгелін Сидемін, кәрбеләмін Көтеркәмін, көстіркәмін Сидемін, karbelamet kim bihegenin uneligin Kamador kartini kar what arkiterimni Butar batin kartibit tahda bolundimni tahda bolun ustuk tahda tibetintin uybaretin toy tulanni bol en bastin rasana ehin tur tastin umay sıcak du